Елена Красилова прошла уже все этапы обследований. Рожать девушке через 3 недели. За несколько месяцев дважды побывала в столице соседнего региона Йошкар-Оле. Чтобы наверняка убедиться, что с ребенком все в порядке, делала УЗИ-диагностику. Оно обязательно, потому что находят отклонения в развитии у ребенка. За свои деньги, за свой счет трачу свои деньги, свое время, чтобы ездить в Йошкар-Олу. Хотя лучше бы, конечно, хотелось ходить сюда, в свою районную больницу. В своей больнице аппарат УЗИ есть, но не экспертного класса, универсальный. И поставить точный диагноз, рассказывает врач иранской ЦРБ, можно и не всегда. Делать это лучше на более современном оборудовании. В Кировском перинатальном центре или в соседнем региональном центре, ближайшей Йошкар-Оле. Так, кстати, лучше. Вот недавно я смотрела больную, Ольга Ивановна позвала, говорит, посмотри, я вот на раннем сроке не увидела, а в Йошкар-Оле написали, у ребенка есть уплотнение одного клапана. Посмотри сердце. Мы вместе еще посмотрели. Уплотнение уже рассасывается, порока не будет. Неплохо бы обновить свое оборудование. К тому же на очередном обучении врачи узнали, что в Китае производят аппараты хорошего качества стоимостью чуть за 1 миллион. Только на новое медоборудование для Иранска уже потрачено 20 миллионов. В рамках программы модернизации здравоохранения, уточнили в областном департаменте. Когда его закупали, исходили из потребностей учреждения. Сошлись на том, что действующий аппарат УЗИ еще можно использовать. Он не сломан, он работает. В качестве приоритетного оборудования иранская ЦРБ выбрала для себя компьютерный томограф. То есть у нас в районных центрах, особенно в межрайонных центрах, появляется компьютерный томограф стоимостью 18 миллионов рублей. Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных, прикроватный монитор и аппаратура для лабораторий. Поэтому в ближайшее время будущие мамы из Яранска будут ездить на обследование за несколько километров от дома. За свой счет, но с мыслью, что здоровье ребенка дороже. Ирина Сырцева, Мария Парфенова, Алексей Горбов и Александр Суслов. Бюро новостей Давича.